Здравствуйте! В эфире программа «Фрагменты нашей истории». В этом выпуске мы поговорим о новом проекте Ингушского научно-исследовательского института гуманитарных наук имени Чаха Ахриева «Живая история Ингушетии». Гости нашей программы – директор научно-исследовательского института Джамбулат Аздоев и заведующая отделом истории Ингушетии Лейла Арабханова. Лейла, Джамбулат, здравствуйте! Здравствуйте. Насколько мы знаем, проект уже запущен. Цель проекта и вообще, кто является инициатором, как возникла идея? На что направлен проект? Да. Сам проект у нас реализуется полгода, то есть недавно. Сама мысль этого проекта, она появилась в процессе общения с людьми старшего поколения. У нас регулярно мы встречаемся с нашими старейшинами, стариками. И вы знаете, у нашего народа вот такой писанной истории не было. История передавалась из уст в уста. И, наверное, это на генетическом уровне. У нас вот старики, когда вы с ними общаетесь, они начинают рассказывать вот какие-то истории. И вот эта мысль, она возникла в процессе вот такого общения, когда один из старейшин рассказывал такую историю, я у него спросил, а вот где-то эта история, она задокументирована или зафиксирована? Он говорит, на ингушском языке говорит, история. Вот такое. И мы посоветовались с коллегами, и на заседании ученого совета вот это вопрос был вынесен. И мы решили, вот сам проект, можно его даже назвать мультипроект «Живая история». Почему? Потому что у него есть ряд подпроектов. Как раз-таки подпроектов, связанных с нашей историей. Один из подпроектов, он называется «Книга ингушских семейных историй». Вот этот проект, он у нас оформлен содержательно, идейно, цели, задачи определены, целевая группа, рабочая группа создана, он у нас вот как раз-таки и реализуется. Джамбулат, как раз говоря о рабочей группе, кто руководит этим проектом и кто задействован в проекте? Да? Я сам и автор, и руководитель этого проекта. Лейла является координатором этого проекта. Мы, включили представителей в координационную группу, отдел истории, отдел этнологии, отдел фольклора, чтобы все, составные части подразделения той или иной части были задействованы в реализации этого проекта. Вот еще раз я хочу вернуться к структуре проекта «Живая история». Это, такой вот составной проект. Вот один из подпроектов – это книга ингушских семейных историй. А другие подпроекты у нас идут предложения, в частности, подпроект, связанный с прикладным искусством ингушским. Мы знаем ковротворчество, истинги, орнаменты. Как раз-таки у нас конференция одна прошла буквально вчера, была в том числе посвящена этому направлению. Другой подпроект может быть посвящен это архитектуре горной Ингушетии. И так далее. То есть это открытый, получается, проект «Живая история Ингушетии», где мы можем, предложения, и у Лейлы есть предложения, она сама о них также расскажет. То есть получается так, что история Ингушетии – это история конкретных людей, это история конкретных семей. И в частности, возвращаясь под проект «Книга ингушских семейных историй», я хочу что сказать. Это история нашего народа. Это те уникальные, неповторимые истории, которые есть в каждой семье. Они глубоко такие, как вам сказать,
глубоко личные, но в то же время из этих уникальных историй и соткана наша история. И вот книга ингушских семейных историй, она включает в себя истории и, значит, царской России, до вхождения Ингушетии в состав России. Это истории, которые были, значит, в ходе, значит, когда мы были в составе царской России. Потом у нас был период революции, период гражданской войны, период Второй мировой войны, период депортации, новейшая, значит, история. Вот таким вот образом у нас, мы смотрим на реализацию этого проекта. Еще раз я скажу, занимается непосредственно вот руками, что называется, делает этот проект Лейла Арапханова. Она, наверное, подробнее уже расскажет о том, как это все происходит. Лейла, отчасти Джамбулат обозначил направление, да, работы, что планируется в рамках проекта. Но если так конкретно говорить, основные задачи, направления? Главная задача нашего проекта – это сохранить наши устные народные истории. В принципе, они являются частью истории нашего народа. И в этом направлении мы определили для себя вот те приоритеты, в которых вот мы должны отобразить эти семейные истории. Каждый повествователь, который приходит, они рассказывают истории с опорой на то, какие вот важные ключевые моменты истории их семьи были, как бы они вовлечены в ход этой истории, будь то война, будь то вот какие-нибудь знаменательные знаковые события в истории их семей. И вот эти все события мы для того, чтобы их описать правильно, чтобы эта книга, она была не просто описанием рассказов, а чтобы она была более интересна и нашим читателям позже, когда проект будет осуществлен, чтобы она была более содержательной. Для этого мы, значит, используем ряд методов. В принципе, вот сама структура, она отражает, в первую очередь, это запись устной истории. Во-вторых, применение таких методов, как диахронный, нарративный метод, биографический метод, исторический метод, метод сравнительного анализа. Вот все эти методы нам позволяют и уточнять очень многие сведения, которые нам повествуют наши рассказчики, поскольку не всегда они могут быть точными вот в тех датах, событиях, о которых идет речь. Мы, применяя нарративный метод, конечно же, не можем вносить от себя никаких изменений в эти рассказы. Это реальные события жизни, которые происходили в жизни той или иной семьи, фамилии. В принципе, вот эти события, они являются частью истории нашего народа. Поэтому в своей работе мы нацелены на то, чтобы вот строго придерживаться этой методологии, и структурно изложить все эти повествования таким образом, чтобы мы на выходе получили как бы качественный продукт, чтобы эта книга была востребована, интересна была. И наша задача, чтобы эта работа шла таким образом, чтобы ее вовремя и завершить, чтобы не растягивать ее. Очень важно, чтобы каждый человек, который приходит, он для того, чтобы мы имели более ясное представление о событиях, о периоде, об этой семье. Для этого наши повествователи нам дают возможность сканировать архивы, семейные архивы, личные архивы. Для этого они приносят и фотографии, и различного характера документы, которые сохранились в их семейных архивах. И вот такая вот работа, она нам сегодня позволяет реализовать этот проект. Работа идет, продолжается. Насколько мы понимаем, каждый житель нашей республики может стать участником проекта. А вот если говорить о конкретных шагах, что нужно сделать, чтобы стать участником? Это очень просто, Влад Андреевич. Ну, каждый, конечно, каждый и может, и должен стать частью этого проекта. Почему? Потому что это наша общая книга. Это книга ингушских семейных историй. И когда это не просто изложение, это все должно быть подкреплено и фотографическим материалом, то есть все старые фотографии, которые связаны с этой семьей, могут попасть в эту книгу. И это действительно будет книга, которая общая, которая близка каждой семье, которая вот приняла участие в этом проекте.
Я еще раз хочу подчеркнуть, цель – это сохранение истории и передача вот этой истории будущему поколению. То есть у нас есть очень много случаев, когда действительно уникальные истории, они исчезли, они вот, носитель умер, и вместе с ним умирает эта история, понимаете? И сегодня, вот, когда мы смотрим, когда мы разговариваем с людьми, фиксируем эти истории, значит, настолько интересные события происходили, участвовали в различных исторических событиях, вот, будь то это Первая мировая война, будь то революция, значит, Вторая мировая война. И вообще очень много таких историй, вы знаете, которые связаны с куначеством, с, значит, добрососедством. То есть вот люди рассказывают, как вот их предки, значит, устанавливали эти отношения. Сегодня, когда вы открываете интернет, вы видите один негатив. Но наша история, наша жизнь, она не одним негативом наполнена. У нас намного больше позитивных вещей, когда мы жили, значит, обменивались и культурно, и, значит, иным способом, иные направления обмена присутствовали, и народ развивался. Мы только в таком ключе можем и думать о своем развитии. Джамбулат, если говорить о контактной информации, что нужно сделать человеку, как обратиться, в какой форме, прийти лично в научно-исследовательский институт, вот об этом? Вы знаете, вот Лейла Да. непосредственно занимается этим направлением. Вот у нас есть несколько форм. Преимущественная форма – это когда вот заявитель, он сам приходит в институт, приносит, значит, соответствующий материал, и дальше уже с ним работают специалисты института. Есть и такая форма, когда они выезжают непосредственно. Ну, Лейла подробнее сама расскажет. Да, у нас предусмотрены случаи, если повествователь обращается к нам по телефону, мы давали объявление и на телеграм-каналах, и по телевидению. Есть возможность просто обратиться к любому, даже из сотрудников, которые могут передать эту информацию, если кому-то недоступны наши контактные телефоны. При необходимости мы всегда к пожилым людям выезжаем на дом. Для нас это тоже не составляет никаких проблем. И мы всегда рады нашим повествователям. И такая запись, она, конечно же, люди более пожилого возраста, у них больше информации. Они являются носителями информации, которую они получили от своих родителей, от своих предков. Поэтому мы очень рады бываем, когда к нам обращаются люди более старшего возраста. Ну, в принципе, вот эти коммуникации, они у нас налажены. Ну и еще я хотел добавить, вот, когда мы обоснование проекта готовили, у нас опять-таки не только жители нашей республики могут принять участие. Могут принять участие и жители других субъектов. Например, есть большая ингушская диаспора Кабардино-Балкарии, есть диаспора, которая проживает в Краснодарском крае и так далее. То есть все, кто что-то может рассказать об истории Ингушетии. Конечно, да, никаких проблем. Сегодня 21 век, можно связаться и по телефону, можно связаться и по интернету, по скайпу, значит, переслать все эти материалы. И вот мы обсуждали возможность, в том числе и выезда, значит, в Казахстан, Киргизию. И там у нас проживает большая диаспора. Предметы нашей истории, нашей культуры, вот, в том числе и в музеях этих стран находятся. Поэтому самое главное, чтобы была поддержка, подпитка материальная вот этой работе, и дальше, значит, там вопросов нет. Ну, наши диаспоры, которые проживают в других регионах, они тоже активно участвуют в жизни нашей республики. Имеются культурные центры не только в регионах России, но и в странах СНГ. И у меня даже была возможность посещать музеи Казахстана, где были отдельные отделы и представлены этнографические материалы по истории, значит, нашего народа.
Но это говорит о том, что и наша диаспора, которая проживает в этих странах, в субъектах России, они сохраняют нашу историю, бережно к ней относятся. И, в принципе, вот для нас эти реликвии, они потом станут достоянием, большим, значимым достоянием истории нашего народа. Их изучение, оно должно быть сделано таким образом, чтобы мы не утратили эту ценность, чтобы мы ее сохранили для себя. То есть человек, который хочет принять участие, у которого есть что рассказать, он может обратиться как лично в научно-исследовательский институт. А контактную информацию, я думаю, мы в ходе программы разместим еще на экране. И также вы можете в случае чего и выехать. Правильно ли? Да, совершенно верно. То есть абсолютно все возможные способы и условия, я так вижу, есть. Да, такие условия у нас есть. Отчасти вы рассказали о том, каким образом планируется фиксировать, сохранять выявленные сведения. А вообще, если говорить о доступе к информации, книга, вы сказали, планируется по итогам, периодически все это будет в печатном виде издаваться. Еще какие способы доступа к выявленной информации планируются? Может быть, размещение на сайте, вот как? Вы имеете в виду, насколько эта информация, которая собрана, будет доступна для читателей? Доступ на сайте или еще публикации в СМИ. Вот как вы планируете эту работу и вообще взаимодействие со СМИ? Ну, понятно, что мы вас, узнав об этом проекте, позвали, чтобы вы рассказали, пригласили. Еще какие способы планируются? Как предполагаете вообще эту работу, чтобы довести информацию до наших жителей? Вы знаете, дело в том, что, вот как я сказал, вот эта книга, на мой взгляд, она будет близка каждой семье ингушской. И вот я просто пример хочу привести. Значит, когда вот эта информация была доведена, например, до руководителя Центра управления регионом, у нас есть, значит, новый руководитель Банхаев, вот он лично заинтересовался этим проектом, и у них, оказывается, в семье также вот такая уникальная история была. То Лейла ей занималась, пожалуйста. Да, мы очень благодарны этой семье. Узнав об этом проекте, руководитель Центра управления регионом, он нам предоставил такую возможность. Его мама была у нас на записи, это Банхаева Харишат. Она рассказала о той истории, которая сохранилась в ее семье. Это ее дедушка, который в начале 20 века покинул страну, но этот отъезд, он был, значит, мотивирован тем, что он хотел посетить святые места, Саудовскую Аравию, совершить хадж. И вот в этой поездке при определенных обстоятельствах он был задержан в Афганистане, остался там жить, работать. Одна из вот редких таких историй, которая вообще может быть в семье, в народе. Этот человек, он себя настолько хорошо зарекомендовал, это Куркиев Махмад Кутиевич, который впоследствии стал заместителем министра просвещения Афганистана. Его обращения, его письма, которые он писал королю, его интеллектуальные возможности, его образование, его личные какие-то другие качества, которые позволили ему оказаться вот на такой важной ответственной должности. Это очень интересная история. Вот такие истории, если они у нас сохранятся в нашей книге, конечно, это будет большим достоянием для нашего народа. То есть мы хотим сказать, что вот вы спросили, каким образом вы предполагаете распространять эту информацию. В том числе вот телевидением, вот мы здесь находимся. Вот мы пример привели Центр управления регионом. То есть есть возможность через социальные сети распространять эту информацию. На сайте, значит, научно-исследовательского института постоянно освещается ход реализации этого проекта. Вот к нам приходят представители различных семей. Это материал весь фотографируется, это материал, значит, содержательно излагается на сайте. И таким вот образом
газеты, значит, интернет, телевидение, центр управления регионом. Вот, используем максимально, значит, все возможные способы. Да, все возможные способы, чтобы довести до наших уважаемых жителей информацию о том, что такой проект реализуется, и одновременно показываем ход реализации этого проекта. Мы знаем, что и в других регионах есть проекты по выявлению исторических фактов, сохранению истории. Вы планируете взаимодействие с другими регионами, ну, в частности, по обмену опытом? Ну, обмен опытом у научно-исследовательских институтов, он происходит постоянно. То есть мы организуем различного рода научные мероприятия. Это и научные семинары, и научные конференции. Значит, точно так же работают и другие институты. И, конечно же, в ходе, значит, наших вот таких вот встреч, участий в мероприятии, эта информация будет доводиться. Одновременно я вот хочу также сказать, что у нас вот в институте есть еще один новый проект, называется он «Литературная гостиная». И в ходе вот реализации этого проекта, значит, он уже реализуется, предполагается участие как наших молодых и опытных литераторов, так и эта площадка предоставляется для, значит, литераторов других субъектов. В частности, там у нас проходили презентации писателей Дагестана, уже планируется презентация писателей, литераторов Кабардино-Балкарии. То есть вот в ходе вот работы и этих площадок будет доводиться до творческой интеллигенции наших соседей о том, что такой проект у нас реализуется. Поэтому все формы, они нами используются. Конечно, очень мало времени прошло, чтобы говорить об успешности проекта, но что можно сказать о начале? Его можно назвать успешным? Ну, как вы считаете, Лена? Я считаю, что проект у нас очень хорошо стартовал. Есть повествователи, которые приходят, звонят, интересуются. Я думаю, что эта работа, она имеет все-таки хорошее, положительное начало. И я бы даже хотела сказать о том, вот когда мы его планировали, у нас целевая наша такая установка была, чтобы эта книга была доступна всем по окончании работы. Ну, соответственно, мы, значит, запланировали, что книге будет присвоены все соответствующие коды универсальные, библиотечные. Эта книга, она потом будет доступна и в электронной библиотеке, и лайбрери, и на сайтах. В принципе, эта книга, она будет, по нашим, значит, по нашим предположениям, должна быть успешной и очень интересной для наших читателей. Да и не только для наших читателей. Возможно, как вы сказали, для обмена опытом какие-то другие народы, регионы и подхватят, может быть, идею этого проекта. Джамбулат, Лейла, наша программа подходит к концу. Мы благодарим вас за участие в программе. Желаем всей вашей команде успехов в столь интересном и важном деле. Также благодарим за внимание наших зрителей. Напоминаем, что в этом выпуске мы говорили о новом проекте Ингушского научно-исследовательского института гуманитарных наук имени Чаха Ахриева «Живая история Ингушетии». Всего вам доброго!